ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 18:10. В Доме молодежи проходит финал ежегодного турнира по историческому фехтованию. Первенство среди начинающих спортсменов объединено с триатлоном для опытных бойцов. В молодежной номинации выступают юноши, не занимавшие призовых мест на других турнирах, а также девушки. Для них введено двоеборье. Вместо одного поединка им приходится вести два подряд, меняя оружие. Вначале современные рыцари ведут бой на мечах, потом левую руку изрядно измотанных бойцов занимает щит. У опытных фехтовальщиков к этому добавляется и третья встреча с мечом и баклером. Для ухты это нововведение серьезный шаг, ведь не каждый боец в доспехах способен выстоять 3 раунда подряд. Это новшество для нашего региона. На севере у нас такое обычно не проводилось, триатлон. Но в силу того, что триатлон используется на битве наций, это международный турнир, то мы хотим внедрить это в дальнейшее использование, потому что и более интересно такие турниры смотреть, потому что когда дерутся на разном оружии. Опять же, больше влияния имеет тактика, и в случае чего мы подготавливаем бойцов к битве наций, если кто-то до туда доберется, до мирового турнира. С самого утра бойцы из Ухты и Сыктывкара выясняют, кто же из них самый сильный и ловкий. В этот раз все медали остаются в жемчужине Севера. В молодежной номинации первое место у девушки Людмилы Зардиновой. Следом за ней новички клуба «Цитадель» Алексей Морденский и Даниил Примачук. В номинации «Триатлон» третье место у Алексея Докунихина, серебро у Александра Зардинова. Абсолютным победителем становится Алексей Маслаков. Не только боец, но и тренер клуба «Цитадель». Он в очередной раз показал своим воспитанникам высший класс.